751 году кыргызы объединили свои силы с карлуками, которые к тому времени уже заняли Семиречье, а также с чиками и остатками тюркских племен для борьбы с уйгурским каганом Илитмишем Бильге. Среди тюркских беков нашлись предатели, которые предупредили кагана. Тот действовал решительно и разбил союзников поодиночке. В 758 году уйгуры завоевали страну кыргызов на Среднем Енисее. Последние в 795 году восстали, но были разгромлены. В течение 20 лет кыргызские АЖО копили силы для реванша. В начале 9 веках сила и слава уйгурского каганата были уже в прошлом. Его раздирали центробежные силы, что чутко уловили кыргызы. АЖО сам объявил себя каганом, мать, урожденную Туциши Тюргешку, вдовствующую ханшию дочь Гиллу Шеху Карлукского Джабгу ханшию. Это важное событие в истории Кыргыза. Произошло в 820 году. Оно означало, что кыргызы, заручившиеся поддержкой карлуков, провозгласили себя независимыми от уйгурского каганата и, как во времена Барсбека, стали претендовать на гегемонию в Центральной Азии. За этими претензиями теперь стояли реальные возможности. После поражения в 795 году кыргызы сумели создать военно-административную систему, приспособленную для длительных войн. АЖО значительно расширил пределы государства за счет других южносибирских племен и обладал уже куда большими материальными и людскими ресурсами, чем в начале VIII века. Он стоял во главе администрации и военных сил и подчинял непосредственно себе трибеи и иерархию чиновников, которая разделялась на 6 разрядов. Регулярное войско состояло из латной кавалерии, гвардия, а во время войны набиралось ополчение вассальных народов. В IX веку кыргызы вместе с зависимыми племенами могли выставить 100-тысячную хорошо вооруженную армию. Война за независимость. Уйгуры в ответ на вызов АЖО направили на Енисей войска. Война затянулась на 20 лет. Ход военных действий был описан на каменном памятнике в честь уйгурского кагана, который был установлен в уйгурской столице Орда-Балык на реке Архон. Там бывали дипломаты и купцы из многих стран. Поэтому надпись была высечена тюркскими рунами, китайскими иероглифами и сагдийскими письменами. Китайский текст гласит, что чудодейственный каган уйгуров наголову разгромил 400-тысячное войско кыргызов, убил их кагана, взял огромное количество трофеев. Чудь-коровы, лошади, хлеб и оружие были навалены горами и ликвидировал кыргызскую государственность заодно с кыргызами. Государственные дела прекратились, на земле не стало живых людей. Китайскому тексту вторит сагдийский. Согласно ему, уйгурский каган почему-то только 200-тысячную армию кыргызов разогнал одной рукой во всех направлениях друг от друга и взял его кыргызского кагана, государства. Эти тексты нельзя рассматривать как достоверный исторический источник. Они являлись политической прокламацией, рассчитанной на дезинформацию иностранцев для поднятия внешнеполитического престижа каганата уйгуров. На самом деле борьба была тяжелой и упорной. В сражениях кыргызы одержали верх, что позволило кыргызскому кагану в обращении к кагану уйгуров заявить: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму твою золотую орду, поставлю перед нею моего коня, водружу мое знамя. Если можешь состязаться со мною, то немедленно приходи, если не можешь, то скорее уходи». Это самое древнее известное историкам дипломатическое послание кыргызов. Оно выдержано в духе традиционной дипломатии кочевников, лаконично, но весомо, удобно для запоминания при передаче в устной форме, понят. Но и однозначно, не допускающий кривотолков. Это послание, по сути дела, является ультиматумом с требованием безоговорочной капитуляции. Вот каким стало государство Кыргыз к середине IX века. Вот как заговорил бывший вассал и данник со своим бывшим сюзереном, каганом уйгуров. Вот когда получила возможность стать реальностью мечта кагана Барсбека о воссоединении Тянь-Шаня. Великодержавия. Военные неудачи обострили усобицу внутри уйгурского каганата, а многоснежная зима 840 годов стала причиной массового падежа скота, голода и эпидемии. В это тяжелое время один из мятежных уйгурских вельмож призвал на помощь кыргызов. АЖО бросил под стены столицы уйгурского кагана Орду-Балыка 100-тысячную армию, которая наголову разгромила уйгурское войско, взяла, разграбила и сожгла ставку. Каган уйгуров пал в бою.
Остатки его народа, спасаясь от истребления, бежали в Китай, Забайкалье и Восточный Туркестан, оставив в руках кыргызов земли, скот и накопленные сокровища. В 843 год, преследуя уйгуров, кыргызы вторглись в Восточный Туркестан, где взяли города Анси и Беш-Балык. Их сильные отряды вели успешные действия в Восточной Монголии, в Джунгарии и Забайкалье. В 848 году последний претендент на уйгурский престол, скрывавшийся у татабов, а затем у татар, Шивой, с женой, сыном и эскортом всего из 9 всадников уехал в степь и пропал без вести. Надежды уйгуров на реванш рухнули окончательно. На развалинах уйгурского каганата в середине 9 веков возникла держава кыргызов. Границы ее вырисовываются вполне определенно. Описание территории кыргызского каганата было сильное государство. По пространству равнялось владениям второго тюркского каганата. На восток простиралось до Гулигани Прибайкалья, на юг – до Тибета, Восточный Туркестан и до Тянь-Шаня, на юго-запад – до Галулу, Семиречье. Примерные северные границы намечены по археологическим памятникам, они достигали современных городов Томска и Красноярска. Время, когда кыргызы сумели подчинить себе просторы Центральной Азии, 9-10 веков, справедливо названо кыргызским великодержавием. Согласно древней степной традиции, тот, кто владел Хангаем, считался номинальным владыкой всех остальных кочевых народов. Такие империи в свое время создавали гуны, жуань-жуани, авары, тюрки, половцы, сеинта, уйгуры, а после кыргызов – монголы. Имперский двор династии Тан, например, настойчиво толкал кыргызского кагана на геноцид по отношению к поверженным уйгурам. В одном из писем к кагану кыргызов император Тан рекомендовал: «Вы, каган, должны воспользоваться этим удобным случаем и скорее уничтожить варваров. До тех пор, пока уйгуры не будут уничтожены, вы, хан, не сможете наслаждаться едой и питьем, а на охоте получать удовольствие. Собираясь в поход, нельзя медлить. Опасаюсь, что остальных, которые покорны, вы, каган, не сможете полностью истребить, примете преступников, возьмете беглых чиновников, и это вызовет наше недовольство и породит пограничные инциденты. Это значит кормить ядовитую змею и самому порождать зло». Документы об отношениях династии Тан с кыргызами. В другом письме та же антиуйгурская позиция. «Вы должны напасть на уйгуров и уничтожить, вырвать их с корнем», писал император династии Тан ЦЗЕ кыргызскому кагану. В чести каган кыргызов, он отверг советы и рекомендации императора. Резни и массовых убийств побежденных не было. Более того, уйгуры, бежавшие на запад, сумели закрепиться в Восточном Туркестане и основать два княжества, которые в начале XIII века подчинились Чингисхану. Кыргызское великодержавие продолжалось 80-90 лет. Уже в первой четверти 10 веков нашей эры основная масса кыргызов неожиданно оставила степи и ушла к северу за Саянский хребет. Среди ученых эти непонятные действия кыргызов не находят однозначного толкования. Одни полагают, что возвращение кыргызов на родину не было результатом военного давления противника. В длительных кровопролитных войнах и так немногочисленные людские ресурсы кыргызского народа были истощены и рассеяны по обширным пространствам. Кроме того, степи Центральной Азии не стали нормальной экологической нишей кыргызов. Та часть народа, которая в Южной Сибири занималась ремеслом и земледелием, не нашла себе применения на сухих плоскогорьях Центральной Азии, где не было крупных поселений и ирригационной сети. Другие отмечают возвышение киданий и их походы в степь в 916 год и 924 годов, и полагают, что они вытеснили кыргызов за Саяны. Как бы там ни было, кыргызское великодержавие кончилось. В истории кыргызского народа этот период занимает особое место. Это был звездный час кыргызской истории, время поразительных успехов кыргызского оружия в длительной войне с уйгурами, эпоха, когда кыргызы смогли покорить обширные просторы Степной Азии. Благодаря этому периоду своей истории кыргызы оставили о себе память у современников, представителей различных народов Средневековья, а их исторические деяния привлекают постоянное внимание позднейших историков, так характеризует эпоху великодержавия кыргызов, Кыргызовед Худяков. Кыргызы на просторах Азии в Бишкеке 1995 года. Добавим, что эта эпоха имела оборотную сторону в истории тюркских народов.
Конец эпохи кыргызского великодержавия стал концом эпохи господства тюркских народов в Евразии. Наступил звездный час народов монгольского корня кидани, найманы, монголы, которые выдвинули из своей среды великих завоев. Атилий Чингисхан, Батыя, Тимура и долгое время господствовали на просторах Великой Степи. Борьба за свободу. Сведения о кыргызах XI-XII веков немногочисленны. В это время усилились монгольские племена, которые отрезали кыргызским феодалам пути на юг. Лишенная возможности обогащаться за счет набегов, знать усилила эксплуатацию собственного народа. Это повлекло дальнейшее развитие феодальных отношений, междоусобные войны, децентрализацию военной и гражданской власти. В письменных источниках упомянуты то 5, то 3 отдельных владения кыргызов. Накануне монгольского завоевания кыргызы образовали два княжества Кем-Кемджиут и Кыргыз. Владетели обоих кыргызских княжеств имели титул иналь. В 1207 году старший сын Чингисхана Джуча завоевал все лесные народы и подступил к границам кыргызов. Тогда к нему прибыли кыргызские князья Алдия, Алибек-Тигин и Дилынал. Они выразили покорность, одарив Джучи белыми кречетами, белыми лошадьми и белыми соболями. Зависимость кыргызов была номинальной и выражалась только в выплате дани. Монголам, занятым войной с джурджанями и Китаем, было не до лесных народов. Однако с усилением государства Чингисхана монгольские сборщики налогов стали терять чувство меры. В 1218 году они потребовали от подвластных кыргызам туматов, обитавших в Баргуджин-Такуме, кроме положенных мехов и скота, туматских девушек, которые считались идеалом степной красоты, для ублажения монгольских феодалов. В напряженных экономических и политических отношениях подобные унизительные требования способны стать последней каплей. Оскорбленные туматы восстали. Монголы потребовали у кыргызов войска для подавления непокорных. Вместо этого кыргызы под предводительством Курулу сами восстали против монголов. Их поддержали туматы, урасуты, тилингуты и многие другие племена, зависимые племена кыргызов. Восстание было жестоко подавлено войсками Чингисхана, которыми командовал Джуча. После смерти Джучи в 1226 году земли кыргызов вышли из его улуса и стали принадлежать улусу Тулуя. По-видимому, изменилась и политика подавления по отношению к кыргызам. Великий Каган Угадей 1229-1241 годов. С целью политического урегулирования отношений с северными народами женился на кыргызке по имени Джачен. Она стала четвертой, главной, женой повелителя многих народов, сборник летописей Рашид ад-Дина. Закрывающая круглая скобка. Гибель государства. Но борьба кыргызов за независимость еще не завершилась. Кыргызы были беспокойные подданные, и среди них постоянно происходили брожения, недовольство и мятежи. Поэтому в 1270 году император Хубилай назначил правителем кыргызов и их кыштымов опытного и не склонного к насилию адми Нистратора китайца Люхаали. Резиденция его была в Минусинской котловине на левом берегу реки Илигест. Однако в 1273 году кыргызы восстали и изгнали монгольского наместника. Момент для восстания был выбран удачно. В это время разгорелась ожесточенная междоусобная борьба между Хубилаем и верховным владыкой Средней Азии Хайду, ставка которого была в Чуйской долине. Это помогло кыргызам восстановить свою независимую государственность, но ненадолго. Зимой 1292 года командующий тюркскими контингентами войск монголов Кыпчак Тутуха получил приказ императора Хубилая покончить с кыргызским сепаратизмом. Ранней весной 1293 года, еще до ледохода на Енисее, армия Тутухи прошла по льду реки, разгромила войска кыргызов и оккупировала всю Минусинскую котловину. Хан Хайду из Семиречья направил на выручку кыргызам войско во главе с полководцем Валычем, но Тутухе удалось их разбить и пленить самого полководца. И началась расправа с непокорными. Прежде всего монголы обезглавили народ. Они вырезали всю кыргызскую аристократию и вождей. Урон был страшен по своим последствиям. Даже в 17-18 веков кыргызы, имея таких правителей, как Алымбек Курманджан, Жайл, Барумбай Армон, Шабдан, Байтик, такие умы, как Молда Кылыч, Арстанбек, Молда Нияз, Таголок Молда и многие другие, продолжа ли считать, что у них нет собственной аристократии, Аксаук.
Так памятен был монгольский Холокост конца XIII веков. Обезглавленный народ начали изгонять из собственной страны и расселять по самым отдаленным уголкам империи монголов. Коренные земли кыргызов на Енисее заселились другими народами. Урок истории. Год 1293 года стал годом окончательной гибели кыргызской государственности в Южной Сибири, которая возродилась только почти через 700 лет в иных исторических условиях и на иной территории. Это тот исторический факт. Граждане суверенной Кыргызской республики должны извлечь урок, необходимо всеми силами оберегать вновь обретенную государство. Предки сберегли лучшие земли Средней Азии, голубой Сык-Куль, сказочно прекрасные долины Чу и Таласа, богатую предгорную Фергану, суровые горы Алла-Теоо и Алай с их величеств. Винными вершинами, украшением которых всегда был божественный хан Тенгри. Задача кыргызов – сохранить и укрепить государство кыргызов. Ознакомившись с историей государства Кыргыз в Южной Сибири, слушатели справедливо заметят, что историкам практически ничего не известно о личностях, которые возглавля. Ли это государство или были его элитой, выдающихся полководцах, ученых, поэтах, дипломатах. В лучшем случае мы знаем некоторые имена, но и только, которые дошли до нас сквозь века на каменных писаниях эпитафия. Правда, тот же заинтересованный слушатель столь же справедливо заметит, что, по крайней мере, несколько личностей государства Кыргыз заслуживают всенародной памяти. Это первый каган кыргызов Барсбек Каган и Нанчуалп Билги. Титул означает «храбрый мудрый правитель» и победитель уйгуров Каган Тунку Чен Мин, имя с кыргызского языка означает «ночью воссевший на трон». Деяния их были столь масштабны: один начал борьбу за гегемонию кыргызов в Центральной Азии, другой установил ее, что вполне заслуживают и эпической памяти. Вечная слава кыргызским каганам.